что, друзья, сегодня отличный субботний день уже, можно сказать. Вот, и мы решили прокатиться, открыть велосезон, проехать на велосипедах по Вилийскому тракту до реки Кемкеме. Вот, и чтобы было еще интереснее, я поеду сегодня вот на этом велосипеде. Это турист. Я не знаю, сколько ему лет, но лет 40 этому велосипеду точно есть. Чтобы разместить в автомобиле Kia Rio велосипед, вам нужно все снять, да? Да, разобрать. Даже термос ушел. Вот правильный насос. Сохранять давление 20 килограмм. 3,5. Нет, а ты сколько качаешь свои? Не, у меня там до 6. А, до 6. Ну, значит, 4 точно можешь. Не, ну тут же у тебя резина старая. Что-то мне подсказывает, что это еще советский такой колпачок. Вот так. Все, сейчас осталось подрегулировать сиденье. Мне показалось, что оно немножко низковатое. И думаю, все. Можно будет двигаться в путь. Просто, мне кажется, она должна подтягивать тормозную ручку. А, да, точно. Сколько лет я ездил? Так, осталось... А что, головка нет? Есть? Там что-то трудно вот. Нет, это же советский велик. Какие головки? Тогда вообще надо молотко. О. Держу. Там еще. Ну, я тоже, когда я на нем крайний раз катался, это был первый курс. Я там килограмм 80, наверное, весил. А сейчас почти 100. Еще с вещами. Так, эти ключи возьмем с собой, на всякий случай. Тут есть специальный такой. Шел в комплекте. Ну, я перчатка. Самое главное — это взять стульчик с собой, чтобы потом там очень хорошо отдохнуть. Что я, наверное, устану. Поэтому возьмем стульчик. Мы поехали в путь. Пожелайте нам удачи, я не знаю. Давно не ездил на этом велосипеде. Вообще давно не ездил. Что случилось? Забыл, как ездить? Да. Короче, педаль ставишь в ногу. Так. Правую сюда, левую туда. И садишься. Поехали. Ой-ой-ой. Кошмар какой. Еще камушки. Надо по асфальту ехать. Очень узкий руль. Реально.
Друзья, ну, что можно сказать? Нелегко, особенно после затяжной зимы. Фух. Ну ничего, сейчас поднимемся, потом поедем. Что вы думаете о том человеке? Будет тяжко. Намучаемся мы с ним сегодня. Доедем, не доедем? Нет, доедем. Скорость, просто скорость будет такая. Че, отдохнули, поехали? Что, погнали? Погнали, погнали. Газы, газы. Смотрите, какой ветер вообще сдувает назад. Друзья, ну что, это был первый подъем. Очень... Вообще, с непривычки очень сложно. Здесь всего 4 скорости. Я шел на самой пониженной, на большой 4-й звезде. И все равно этот подъем очень такой серьезный для меня. Вот эту качну. На большую звезду? Ага, а это на меньшую. А это побыстрее будет. Интересная система. Ну. Натяг убрал с педали, Да. качнул и плавно. Так, ну что, у нас, видимо, самое верное решение. Мы решили по очереди ехать на этом советском велосипеде. Тяжеловато такой подъем затяжной. Что-то прям вообще. Вот. Ну, сейчас посмотрим. О, это же Скотт. Смотрите, это велосипед Скотт. Сколько скоростей? 29? 22. 11, впереди 2. Да, 22 скорости. Так, ладно, поехали. Увы, такой узенький. О. Фу. Ничего себе тут руль. Ой, жесткий, легкий, как пушинка. О, вот это комфорт. Вот это я понимаю технологии. Так. Очень классно переключаются скорости. Слушайте, после туриста это вообще просто песня. Вообще класс, четко. Меняемся. Что поднять? Есть, а? Когда заколбасил? Так, А чего? ну сейчас руль маленько где-то на спицах заиграла. Тебя перепишешь вот этого похода. Задевает, да? Вот же сейчас сдохнет. Ты так ехал, на полусогнутых? Ну. Нет, так не делал. О, как я давно не открывал такую сумочку. Ностальжи, да? Обычно они у меня висели здесь.
Вперед! У тебя вообще что за колеса такие? Узкие. Ну это шоссейник. У него Чистый шоссейник. У него хоть половина награды упаковки. А это у тебя кто? А, это этот, какие? А, Старк. Старкая. Ну, такие уже не выпускают сейчас. Легкий, наверное, да? Ну как, по отношению с твоим однозначно легкий. Сталь против алюминия, да? Да, он одно плохо. Здесь из-за алюминия удар не гасит. Весь удар приходится на позвоночник, на руку. А ты хочешь сказать, сталь, она более мягкая? Конечно, она же хорошо гасит. А, Ну вот у него, ну точнее вот у тебя сейчас вилка вот карбоновая, она гасит тоже. Получается вот удар на руки меньше приходит. Потихоньку двигаемся. Хотелось бы сказать, что, конечно, технологии уже шагнули далеко вперед. Я сейчас двигаюсь на современном шоссейном велосипеде. Все очень легко. Единственное, это только как бы дело привычки, как говорится. Очень жесткое седло. А в целом очень комфортно переключать скорость. То есть я выбираю для себя ту нагрузку, которая мне как бы не вредит. И я на ней могу двигаться продолжительное время. В этом году тяжелее. Ай-ай. Как, Руслан? Очень хорошо. Очень комфортно. Четко. Подножки нет, а Современные технологии. Только жесткое сиденье. Прям там привыкать надо. Ай. Вы как? За мной не могли угнаться, да? Конечно, Я аж один раз остановился. В зеркале не видно. Там, оказывается, точечка такая. 10 килограмм. Коптер его. Время поснимать, кстати. Да? Не, это майонез же там еще. Он должен был там летать. А тут его возишь. Это тяжелее, чем позапрошлый год. Становится, да. Стареем. Так, около 11 километров мы прошли. Вот Стелла, она находится на 27-м, да? Километре Вилюйского тракта. Здесь попьем чай. Ну-ка, сейчас как раз у Андрея. У Андрея спросим, как ему... Андрей, как твои впечатления от езды? Ну, очень интересно, на чем наши отцы ездили. Обслужить надо его. Скрипит, да? Подшипник передний. Наката нет совсем. А, нету, да? Вообще нет. Ага. Ну, непривычно потом. Ну и руль узкий, нагрузка на руки совсем по-другому. О, у тебя вообще такой широкий руль, еще только это, упоров несколько можно взять. А я еще тут сумку прицепил. Так вообще только в одном положении почти. И это, как будто плечи так сдавливает. Ага, узко держишь. Следующий счастливчик у нас Николай. А, давай. Так, возвращаю Скотт Андрею. А, ты на нем? А, или что? Ну, смотри. Ну, попробую. Теперь Старк. Говорят, пожестче. А что, тоже переключения другие? Передача выше, ну, скоростной режим. Ага. Понижение. Да, пониже. Если делаешь 2 раза, дольше держишь, перескакивать на... Все, это не трогаю. Не, это не. Ага, хорошо. Погнали. Андрей говорит, как хорошо на своем велосипеде. Это совсем... Так, ну этот Старк тоже хороший велосипед. Так, повышенная, пониженная.
он этот. Разболтанный? То есть такой нет ощущения полного контроля, да? Он такой. Круто. На нем маневрировать опасно. Прям чувствуется, что это норовит сам куда-то свернуть. Ну, просто или привык уже к своему, когда чувствуешь, что он жестко вот держится. Куда повернул, то поворачивает. Хочу руки отпустить, проверить, держит, нет? Не надо. Не, почему не надо? Я же на своем делал. Я и на Петином делал, и на этом делал. Ну, но у него еще хуже. У него, видимо, немножко повело раму или что. Я на нем пытался, он у меня начинает уводить влево, вправо. Я вообще не могу руки убрать. Да? На Петином убирал, на нем у него тянет в одну какую-то сторону, уже не помню. В целом нормально. Вот что значит шоссейники. Не могу догнать его. Нормально. Живой? Ай, сейчас. Я помню, когда я на нем ездил, я ногой правой пяткой подбивал и поджимал, и как-то, короче, переключал. Это твой велосипед, я так Да. Тут надо нажать. Ты переключил, да? Да вот руками сейчас. О чем был наш диалог с Николаем? Дело в том, что чтобы переключиться на самую подходящую для подъема в гору скорость, то есть на самую большую звезду, нужно немного подтолкнуть сам переключатель. Причем делается это одновременно ногой и, соответственно, переключателем. Только с помощью таких манипуляций именно на этом велосипеде можно сделать это переключение. Так, ну что, мы прибыли в кафе. Это прямо от первого лица. Говорят, тут хорошие бургеры. Так, ну что, теперь очередь Петра. Петр готовится. Как думаешь, какие ожидания у тебя? Ну, до знака доедет. До знака? Нормальный? Раньше знаешь, сколько он дорогой был вообще? Он вообще дорогой, да. Он очень дорого стоил. Зарплату не купил бы. Но, представь, по нынешнему, наверное, рублей 150, да, где-то? Тысяч. Все, поехали. О, какое удобное сиденье. Там диван, ну. Так, надо воспользоваться воздушным карманом. За ними двумя сейчас стану. Так быстро поехал. Не получилось. Воздушный карман ушел от меня.
Такой большой затяжной подъем. Да. Сейчас расскажу свое мнение, свои впечатления. А, мы там я поспал немножко. Ай-яй-яй-яй. Че, как тебе велосипед? Ой, нет, что-то вообще. Зачем по асфальту ездишь на нем? А, тут же подножкой. Единственный из 3 велосипедов, где есть подножка. Держится. Сейчас я расскажу все, что думаю. Так у него получается колеса еще больше, чем у меня. То есть мне сложнее будет ехать. Это я зря на шоссейниках покатался. Нет, тут удобнее. Нет, не понял. Но имеется в виду, вот на этом колеса больше, чем на моем, на том. Там 26, это 27,5. То есть будет сложнее мне ехать на моем, чем на этом. Ну, он быстрее, я быстрее буду. Я все равно впереди буду. Ай-яй. Это же подъем был, да, такой? Нет? Нет? Какой спуск? Какой плавный подъем, вот же мы на горе. Так, 41 километр Вилюйского тракта. 6 осталось. 6 осталось еще? Еще целых 6 километров. Вот. Опять занемело тут. Это с непривычки, да? Да. Давай. О! Турист. Обогнал. Молодец. Тяжело, тяжело. Тяжко. У меня миллион кадров, где я все время догоняю вас. Вы тут стоите. Ай-яй-яй-яй. Ты, походу... Уже снимаете? Так, друзья, ну что, сейчас... Стой. Сейчас у нас Да будет... стой, подожди. Давай. Сейчас у нас будет где-то около 3 километров осталось до реки Кенкеме, поэтому сейчас включим дрон. Дрон у меня старый, с ним проблемы бывают. Если охлаждается батарейка, то он может и не полететь. Но в этот раз, да, она горячая. Вот эта вот каталитическая грелка делает свое дело. Батарея теплая. Думаю, все должно пройти хорошо. Если, допустим, в минус 30, да, я кладу ее в сумку, и она охлаждается до определенной температуры, она перестает работать. Ну, мне так показалось. Да? Коптер пустим? Да? Пустим, ага. Почему такое на котором ты этот снимал? Снегоход или доход? Это коптер, Андрей. Ты кто? Синхронизация пошла.
На шоссерах по снегу. Давай, давай. Ну, как видите, сразу после съезда с асфальта преимущество МТБ велосипедов налицо. Шоссейник здесь вообще никак не идет. Прорезает снег и заваливается. Ну ничего, идти недолго, уже пришли. Так, что, куда идем? Или пришли? Все уже, вон мост. Нет, ну это старый мост. Там где-то так выше было. Твой старый мост. Ну. Здесь был, там был деревянный мост, его сейчас нет. И там в 2003 что ли году или 2004 снимали клип на песню «Небо». Так, ну-ка, Петр будет втыкать велосипед. Зимняя парковка. Смотрите, как удобно. Даже не нужна эта подножка. Ой, красота. Снега еще много. А что, реально шевелится? Снежный таракан. Ничего себе. Ну что, мы прибыли на реку Кенгеме, а вот здесь она еще не растаяла, потому что еще много снега, была холодная зима, как вы сами понимаете. Вот, но сейчас нам нужно немножко отдохнуть, поделиться впечатлениями о этой части пути. Ну и, конечно, тот долгожданный момент, который я ждал всю дорогу. Вот. Сейчас мы будем готовить шурпу. Я покажу, как в полевых условиях можно быстро приготовить этот замечательный суп. Вы все по очереди ехали на моем велосипеде, все устали. Сейчас по очереди посидите на удобном стульчике. Я все рассчитал, да? Все, готово? Какой вес дела? 120 до 120 килограмм. Ну, Петя выдержит. Ну вот, давайте проверим. Я, короче, его решил везде с собой брать. Мы в Мому ездили, на Индигирку его брал, на гору поднимались с ним. Так, ну что, давайте начнем готовить шурпу. Для того, чтобы приготовить шурпу, нам потребуется горелка, кастрюлька. Нам потребуется, соответственно, ингредиенты. Ингредиенты у нас простые. Шурпа. Все, сейчас разогреем, поедим. Разогреть можно двумя способами. Можно просто вот эту шурпу положить, получается, в воду, либо просто налить сюда. Переливаем. Потом еще остатки тоже зальем и поджигаем. Мы проехали, получается, от места старта 32 километра. Ушло на это 4 часа. 32 километра мы ехали 4 часа. Ну, на самом деле, действительно, велосипед, конечно, для своих лет, для тех лет он был, конечно, прогрессивный, очень дорогой. Его, как говорится, 1,5 зарплаты где-то, да, месячных была стоимость такого велосипеда в те года. Этому велосипеду я точно не знаю, даже в каком году он у нас появился в семье, но точно помню, что в 87 году, когда мне было 7 лет, отец за мной приезжал в пионерский лагерь, и меня катал, как бы. Вот. А сколько у нас еще до этого был в семье, то есть непонятно. Ну, лет 40, в общем, этому велосипеду точно. И, значит, что еще?
очень достаточно неудобное переключение, да, то есть там всего 4 скорости, заточена она, конечно, под спортсменов, советских парней крепких. Не то, что сейчас, какую хочешь скорость подключить, да, хоть в любую гору можешь подняться. Вот. Но в целом, как, ребята, вообще техника. Да, Андрей у нас съехал первый на этом велосипеде. Андрей, твои эмоции, впечатления? Ну, вчера, когда фотографии показал, я жене говорю, я хочу на нем прокатиться. Но сегодня вот сел, поехал. Ну, сел он такой маленько раздолбанный, конечно, как резиновый после моего. Ну, интересно, тяжело ехать, правда, наката нет, надо обслужить. Руль узкий, у меня того лось, а этот вот так сидишь. Самый широкий руль у Петра, я даже отвык, получается, у меня, по-моему, примерно такой же руль на другом велосипеде. Он прямо как будто трубу держишь в руках, вот как на мотоцикле. А потом после него сел за свой, думаю, реально очень-очень узко. Там примерно вот так руки держишь. Очень неудобно. Так, шурпа наша готовится. Yes. Тут смотрите, как много жира. Мы сейчас так сделаем. Вот он, картошечка, вон, мясо. Такой достаточно хороший набор. Мы с собой брали его в Мому. Не именно этот, а прямо 45 пайков подобных. Они нам очень сэкономили время, которого у нас было очень мало. Прям обед, ужин готовили. Так. Так, вторым на велосипеде ехал Николай. Николай, твои впечатления? Велосипед очень хороший для своих лет, по сути дела. Считай, сколько ему. Если даже возьмем, что середину 80-х, ну сколько получается? Ну, как минимум 30 лет точно. Угу. Ну, что там, наката, естественно, нету. Там обслужить его надо. Монетка большую, малую скорость не переключает. Да, она как бы ходит, как уже Андрей сказал. Но мне удалось без рук поехать на нем. Значит, геометрия сохранена. Хороший велосипед. Ровный, да? Да. Хорошо. Значит, в общем, делаем итог такой. Велосипед был извлечен из гаража, в котором он лежал лет 20. Это на моей памяти. До этого он еще тоже лежал в гаражах. На нем ездили в основном в советское время. Вот. И, в принципе, я где-то в 2000-х годах на нем так периодически катался. Ну, а значит, сейчас были накачаны только шины. Я за них переживал, но они в хорошем состоянии. Вот прошли вот этот путь. Тьфу-тьфу, все нормально. Сейчас еще обратно поедем, посмотрим. И была пробрызгана цепь и все вот эти крутящиеся каретка и так далее. Значит, сейчас надо будет его привести в порядок, подшипники, да, разобрать, смазать, собрать обратно, протянуть. И я думаю, что этот еще велосипед послужит долгие-долгие годы. Ой, как она вдохновляет. Как это называется? Завтрак у обочины или нет? Как? Завтрак туриста. Завтрак туриста. Все, шурпа готова. Попробуем. В целом здесь у нас 300 с чем-то миллилитров. 300 грамм. Как реально шурпа. Ты хочешь попробовать? Сюда чуть-чуть. Так, надо с мясом. Картофан. Да ничего, нормально. Ну, домашняя вроде, да? Подожди. Как домашняя. Вот у него вкус такой, ага. Как Ну вот. и приправа, там есть овощи свежие такие, как будто. Не, в целом неплохой набор. Нагрел. В полевых условиях покушал горяченького. Мы находимся на берегу реки Кенкеме. За моей спиной находится старый мост, но в те годы, когда мы снимали здесь песню «Небо», это был как бы новый мост. То есть там шла основная трасса, и здесь мы выбрали такую локацию. Здесь был такой очень такой фактурный, старый деревянный мост, который, соответственно, уже в то время был уже достаточно опасен, он такой уже пришел в негодность. И, как мы видим, сейчас есть вообще уже новая трасса, которая позади вас, получается, по которой мы
приехали по Вилюйскому тракту. А вот этот мост каменный перешел в разряд уже старых. Ну, я думаю, будет символично, если спустя 18 лет я здесь на этом месте исполню песню «Небо». И мы сделаем такой, может быть, микс со старым клипом. Ну что, поехали? Так. Надо сделать какое-то умиротворенное лицо. Ну, в то время было, по-моему, я точно не помню, но это было лето, было тепло. Песня была написана, ну, написана была она как бы отдельно, но была использована как саундтрек к фильму «Тропа смерти». И где-то, можно сказать, в 2003-2004 году стала очень популярной. Мы с тобой гуляли вечером, да делать нечего. В городе, где солнце не сходит с неба, так весело. Твоя рука в моей руке, здесь слов не надо. Это высшая награда для парня из квартала. Нежный блеск твоих глаз, милая улыбка. Поцеловать тебя в губы, смелая попытка. Хотелось заменить те мгновения часами, и только небо следило молча за нами. Неужели после выше взлетим с тобой в небо? Унесемся от проблем далеко, от всего, что так нелегко. Неужели мысли выше? Держи мою руку и не отпускай, и не отпускай, не отпускай. Тогда я и не мог подумать, что ты будешь далеко. Каждую секунду я ценил бы очень высоко. В моих воспоминаниях твои прикосновения, тепло твоих губ для меня словно наваждение. Вновь я не могу заснуть, мысли не дают покоя. В этом мире без тебя я чувствую себя изгоем. Кто-то меня учит не принимать все так всерьез. Уже в который раз я задаю себе вопрос: неужели после выше мы взлетим с тобой в небо? Унесемся от проблем далеко, от всего, что так нелегко. Давай, нет, до конца. Мысли выше, держи мою руку крепче и не отпускай, и не отпускай, не отпускай. Да, тогда было не так прохладно. Сейчас прямо такой свежий, освежающий ветерок. И еще нам предстоит путь домой. Разные люди, разные мнения, и гениальность вызывает сомнения. Ни тени спасения в пустых разговорах, они не решают всех внутренних споров. Час за часом все сильнее боль в этом спектакле. За что дана мне эта роль? Меня спасают только мысли о тебе. Я создаю свой мир в самом себе. И красивый кадр делаешь. Ну, может, снизу там что-нибудь типа. Да, типа небо, что ли, увидеть. Неужели мысли выше? Взлетим с тобой в небо. Унесемся от проблем далеко, от всего, что так нелегко. Неужели мысли выше? Держи мою руку крепче и не отпускай, и не отпускай, не отпускай. Неужели мысли выше? Взлетим с тобой в небо. Унесемся от проблем далеко, от всего, что так Нелегко. Неужели мысли выше? Держи мою руку крепче и не отпускай, и не отпускай, не отпускай. Самый бюджетный клип, друзья, был сейчас только что снят. Вот такая вот песня. Связана она, конечно, тоже с этой местностью, потому что клип был в основном снят в этой локации. Плюс были кадры из самого фильма Анатолия Сергеева, который назывался «Тропа смерти». Ну и в целом он очень полюбился якутянам. До сих пор, уже, можно сказать, на дискотеках ностальжи я ее очень часто исполняю. Вот. Ну что, сейчас мы собираем наш небольшой мини-лагерь. Идем обратно к велосипедам и двигаемся в город. Точно, еще же обратно ехать надо.
Друзья, ну что, достаточно трудно ехать обратно. Осталось каких-то там 6 километров на вот такие вот затяжные подъемы. И утешает только то, что, говорят, в конце будет очень хороший спуск. Но не останавливаемся. Идем вперед и до самого конца. Так, ну что, друзья, мы вернулись на нашу стоянку, где находятся автомобили. Сегодня мы в пути. На все про все у нас ушло со всеми съемками и так далее 7 часов. Уже заход солнца. И проехали мы 64 километра. Вот, ну что, ощущения как? Супер. Ну, ребята подготовлены. Мне кажется, завтра я буду очень медленно двигаться. Но сейчас в целом, вот когда я приехал, прям все хорошо. Я вот стою на твердой земле, а не еду на двухколесном транспорте. Вот, но это только начало сезона. Поэтому, друзья, я думаю, что в этом году велосипед как нельзя кстати, особенно в городе Якутске. Поэтому вытаскивайте, протирайте пыль, катайтесь. И всем спорта, добра и удачи. Пока! Испытано на себе.